Подписание при участии представителей администрации района, общественников города Свердловска и делегации из Тувы прошло в музее шахтерской славы. Тува, как часть Енисейской Сибири, присоединилась к Красноярскому краю в шествии над Свердловским районом и городом. 9 мая состоялось подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве между двумя республиками. Уважаемый Андрей Валерьевич, уважаемый Владислав Ставич, просим вас приступить к процедуре подписания. Соглашение откроет новые горизонты взаимодействия с потенциальными партнерами, расширит возможности и связи в различных сферах деятельности. Это озвучил глава администрации Свердловского района Андрей Сухачев. Мы вас приветствуем. Мы хотим сказать, что мы обязательно будем то, что будет сделано в рамках подписанного соглашения. Мы это будем ценить, этим будем дорожить, мы будем благодарны. И мы обязательно, когда станем, поднимем свою экономику, заживем, поднимем промышленные предприятия, то мы обязуемся тоже помогать тем регионам, которые будут в этом нуждаться. Нас надо сейчас поддержать, дальше мы способны сами. У нас трудоспособное население, любит трудиться. Отмечается, что это уже второй договор о сотрудничестве с территориями России после освобождения Свердловска и района ЛНР от украинских военных. До этого аналогичное соглашение подписали с Красноярским краем. Туристская Народная Республика впервые вступила в состав Советского Союза. Также мы являлись новой территорией для СССР. И вот, несмотря на то, что у нас в экономическом плане слабо развитый регион, к сожалению, мы будем очень рады, насколько у нас получится поддержать, помочь, мы будем этим гордиться. Первую поддержку Тува уже оказала новому побратиму. Владислав Хавалык вручил ключи от трактора-погрузчика и автомобиля повышенной проходимости УАЗ «Хантер» для нужд муниципалитета. Транспорт был приобретен на спонсорские средства. Одним из жертвователей выступила ООО «Голевская горнорудная компания». Передана также гуманитарная помощь. Но и это еще не все. Мы сегодня же поедем смотреть спортивный зал школы. Хотим посмотреть возможность устройства замены перекрытия. Будем смотреть детский сад, как обеспечить теплоснабжение в детский садик. Ну и сегодня также мы привезли гуманитарную помощь и спецтехнику. Андрей Сухачев отметил, что Свердловск расширяет географию сотрудничества с субъектами России и готов к открытому диалогу со всеми, кто хочет помогать городу и району быстрее интегрироваться в основные сферы жизнедеятельности страны. Чинчик Кашпукол, Александр Янзак, Самдам Иргит, телеканал Тува-24, Луганская Народная Республика.